Супруги Петр и Марианна вместе уже более 10 лет. За это время у пары родились 5 детей. Матвеевы считают, что обеспечить безопасность в деревянном доме бывает непросто. В помощь многодетной семье – пожарная сигнализация. Жена, она по уходу сидит сейчас пока. А старшая дочка вот учится, сын тоже старший. Весной у нас там трава горела из-за ветра. Там провода схлестнулись, и искра упала, и там чуть не загорелось. Я думаю, что необходимо такие извещатели. Пожарные извещатели регулярно устанавливают на безвозмездной основе многодетным и находящимся в трудной жизненной ситуации семьям. Как отмечают специалисты, системы оповещения помогают не только сберечь жилье от пожара, но и спасти жизни людей. Автономный пожарный извещатель – это дополнительное средство защиты, реагирующее на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами. Он издает достаточно громкий сигнал, который способен разбудить глубоко спящего человека. Установкой извещателя занимаются подрядчики. Весь процесс контролируют представители администрации города и сотрудники МЧС. Независимо от того, частный это дом или квартира, на каждую семью в среднем приходится по 4 устройства. Пожарные извещатели устанавливаются очень просто. Они крепятся на стену, если у вас, допустим, натяжные потолки. Если у вас обычный потолок, они крепятся как можно ближе к центру или можно поближе к стене. Если батарейка садится, ее можно в любой момент заменить. О заряде батареи сообщает индикатор. Инспекторы пожарного надзора МЧС проводят профилактические беседы с семьями. Они объясняют о соблюдении правил безопасности, а также рассказывают об эксплуатации извещателей. Всего за этот год уже было установлено более 3000 устройств. Всего в этом году уже установлено 981 семье. До конца года планируется установить 4500 автономных домовых пожарных извещателей. Это охват примерно 1100 семей. Для того, чтобы попасть в список для бесплатной установки автономного пожарного извещателя, необходимо подать заявку в администрацию округа или пригорода Якутска. Работа в этом направлении продолжится и в следующем году. Инна Секритова, Соскалан Копырин, Вести, Якутск.